Добрый вечер. В эфире национальной вещательной компании «Саха» программа «Не пропусти главное». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Наша экономика нуждается в квалифицированных рабочих руках, и поэтому вопросы развития профессионально-технического образования и трудоустройства дальнейшего молодых людей, которые получают рабочие специальности, приобретают все большую актуальность. Тема нашей сегодняшней передачи – профессиональное техническое образование в республике. Какова его актуальность сегодня и имеются ли перспективы на будущее? Мы работаем в прямом эфире, телефон студии 42 38 97. Звоните. Почему выбрали высшее образование, а не среднее? Не знаю, не могу ответить. В наше время все равно нужно высшее образование все-таки. Ну, чтобы найти нормальную работу, престижную, чтобы сделать карьеру и ездить по другим странам, путешествовать. А вы уверены, что корочка и высшее образование – это гарантия успеха человека? Я думаю, да, по крайней мере, для девушки, да. Для парней, наверное, это не слишком обязательно, получать высшее образование. В нашем мире сейчас, к сожалению, важно высшее образование. А вы будете получать высшее образование? Да, конечно. А зачем? Чтобы добиться больших успехов. Дальше хочу учиться. Очень интересно. Среднее пока не ориентировано. Те профессии, которые я бы хотела получать, средние меня не устраивают. Я училась в институте, а теперь я учусь в колледже культуры и искусства. С детства говорили родители, что мне нужно стать юристом, у тебя должно быть высшее образование. После техникума легче устроиться на работу. Когда закончу среднее образование, могу сразу поступить на высшее образование тоже так же. Вы не сожалеете о том, что потратили столько лет на получение высшего образования, чтобы работать в Билмарте? Нет. Особо нет. Высшее образование по-моему, оно больше для галочки. Потому что сейчас больше востребованы люди со средним образованием. Почему не в институт? Потому что это уже 5 лет, а на среднем я учусь только 3 года, и я через 3 года быстрее стану на ноги и уже сама буду самостоятельно зарабатывать. А вы уверены, что найдете работу по специальности? Думаю, да. Да, найду, потому что водоснабжение это как узкая специальность. Уверена. Менеджер по продажам. Да, конечно. Я уже работал по специальности повара. Уже был опыт. Да. Переполнен рынок как раз-таки экономистов и юристов, поэтому, к сожалению, сейчас трудно найти работу для юристов. Почему вы тогда пошли на эту специальность, зная, что рынок переполнен? Я для себя учился. Надеюсь. Я решила так. Я выучусь на программиста и буду работать не по специальности переводчиком. Я хочу стать инженером и полететь после 11 класса в Германию. Потому что там очень мало жителей, немцев, у которых есть высшее образование. И обычно они сперва должны в колледже проучиться, потом только поступить в университет на высшее образование. И мало кто выбирает физику и информатику. Поэтому я решила туда поехать. Проходил практику в «Газпроме», получается. И сейчас в этом году, в следующем году у меня будет диплом защита. Я предзащиту практику защитил на 5, именно комиссии «Газпрома». Собираюсь сейчас в магистратуру в Томск, и потом уже дальше работать уже в «Газпроме». Нет, потому что социологи, в Якутске нет, но в другом месте я могу. Да, я уверена, что я найду работу по специальности. В эфире программа «Не пропусти главное», и мы говорим о вопросах развития профессионально-технического образования в республике. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Только что мы все послушали видеоопрос, который подготовила наша редактор Светлана Невольских. Скажите, пожалуйста, какие впечатления? Данный опрос, он абсолютно отражает ту картину, которую мы видим уже по факту трудоустройства молодых людей, которые закончили, пускай это будет техникум, либо университет. И заключается это в том, что трудоустраиваемость и уверенность в своем трудоустройстве выше и по факту случается чаще у выпускников учреждений среднего профессионального образования. При этом большая категория выпускников учреждений техникумов и колледжей намеренно и продолжают обучение для получения уже профессии по уровню высшего профессионального образования. И по факту мы видим, что выпускники вузов, они значительно сложнее трудоустраиваются, и это чуть выше 50% как раз вопрос количества трудоустроенных выпускников вузов. А у меня вопрос к предпринимателям. Действительно, как вы прокомментируете этот опрос? Действительно, у вас конкуренция такая, при конкуренции с высшим юридическим образованием вы больше отдаете предпочтение высшему юридическому образованию специалисту, нежели средним техническим?
Пожалуйста. Да? Ну, вы знаете, при приеме на работу учитываются прежде всего личные качества человека. То есть у вас образование не имеет особого значения? Ну, особой роли не играет. Я так. Потому что бывает человек с высшим образованием, а вот у него нет ни цели, ничего такого нет. Вот. То есть лично от человека зависит тоже, очень сильно зависит. Бывает с двумя высшими, бывает вообще без образования, а работает лучше, чем с образованием. Понятно. У меня просьба гостям говорить в микрофон. Да, пожалуйста. Ну вот у меня... Микрофончик возьмите, пожалуйста. У нее Да. У меня ситуация немножко другая. Да? К сожалению, я могу принять на работу или буду сотрудничать с теми специалистами, у которых высшее образование, да? Потому что это специфика. Просто я логопед, и у нас логопедические услуги. И на сегодняшний день я не знаю, кто со средним... какой вуз, СУС, именно СУС среднее образование дает логопедическое образование. Да? Но вот честно вам скажу, для своих детей я вижу в первую очередь это обучение среднему специальному образованию, первично. И когда они уже отучатся, примут решение, а нужно ли им это дальше, потому что 5 лет в ВУЗ это настолько все серьезно, глобально. По сравнению с ним, честно говоря, среднее образование смотрится как действительно попытка. А вдруг мне понравится, а вдруг не понравится. То в ВУЗе чаще всего там уже и стоимость совсем другая. И родители настаивают на завершении обучения. А дети у вас какого возраста? Вы вот сейчас так говорите, что вы для своих детей бы уже хотели вот такой путь дочь избрать. 12 лет, сын 10 лет. То есть еще все впереди. А уже сегодня надо задумываться, куда их направлять. В чем им помогать? Ну вот несмотря на то, что вот действительно какие-то позитивные сдвиги в этом направлении есть, потому что если раньше, много лет назад, скажем, лет даже 5 назад, даже немного, да, после 9 класса мало кто уходил из школы, это были буквально единицы, люди, которым просто предлагали даже уйти из школы, и они не тянули вот школьную программу, то теперь мы видим, что уже после 9 класса какой процент сейчас уходит уже в среднее специальное учебное заведение? Ну, пока еще менее 50%. Но в целом по стране эта тенденция растет и все больше и больше и приближается к 50% по этапу. Хорошо. Вот несмотря все равно ни на что, вот мы не можем сказать, что вот велик интерес к среднему специальному образованию у молодежи. Вот с чем это связано? Хотя все вот понимают, мы видим, что проще найти работу, работа достаточно хорошо оплачиваемая, однако же... Мне кажется, что в первую очередь это вот с такой некой ложной мотивацией, которая формирует наше общество, в первую очередь сами родители своим детям. Непременно высшее образование. Сегодня вот в вопросе, по-моему, девушка сказала, что я быстрее встану на ноги со средним профессиональным образованием. Это правда. А вам не кажется, что не родители, а скорее общество, в общем-то, требует, ставят такие требования перед молодыми людьми? Я думаю, что все-таки родители. Из моей практики я вижу, что именно родители. Понятно. А как вы думаете, пожалуйста? Я бы хотела сказать, что вот в том опросе, который был проведен среди молодежи, прозвучало то, что слова «престиж» высшее образование, но, на мой взгляд, это что-то такое абстрактное и неконкретное. А вот престиж профессионального образования, престиж какой-либо конкретной профессии, вот пока я не услышала этого от молодежи, я думаю, у нас мало... пропагандируется именно в школах престиж профессий, детализация, разъяснение для молодежи. Очень много говорят о том, что вот где-то там лучше, где-то там. Молодежь совершенно, конечно же, мечтает и не понимая того, что такое реальная жизнь, что такое реальная работа. Вот престиж профессии это действительно хорошая тема, мы об этом обязательно поговорим. Но вот вопрос в том, продолжу немножко вопрос, который задал Дмитрию Евгеньевичу. Вот когда я начинал свою карьеру и искал вакансии, требования всегда, вот как обычно, одно. Какое? Наличие опыта почему-то и наличие высшего образования. Ну, в моем случае юридического, но вообще в принципе высшего образования. Так вот, легко ли выпускникам среднего технического образования, учитывая вот такие требования у работодателей, обязательное наличие высшего образования? Хотя некоторые предприниматели говорят, что это не так уж. Пожалуйста. Ну, если, да. На моем примере, я сама
росла в такой семье, ну, как бы мы не богатые, это все равно как бы зависит бюджет семьи, да, чтобы поступать. И мы не смогли поступить в университет, ну, по причине. Вот, и, конечно, я пошла в коммунально-строительный техникум. Вот, отучилась там. И после техникума я смогла устроиться на работу, причем без всяких проблем. После этого я уже могла себе позволить поступить в университет не на бюджетное место и далее обучаться там. Это одна из тоже немаловажных причин. Разрешите Вот у нас... добавить? Да, немножко? конечно. Раз уж мы затронули вот так глубоко эту тему, как раз вот родительский совет. Я считаю лично, что надо больше детям давать самим выбирать. То есть вот я лично поступил, у меня среднее специальное образование. Мама очень хотела, чтобы я поступил в медколледж. Ну, я поступил, закончил. 12 лет работал в медицине. Ну, в итоге-то все равно я не стал там работать. Вот. Поэтому больше сами должны выбирать. А в итоге вы сейчас чем занимаетесь, простите? Ну, я перевозками занимаюсь. С перевозками связан. Так вот. То есть совет был не очень в точку, да? Такой получился у вас. Мамы совет не очень в точку, да? Ну, я не жалею, нисколько не жалею. Понятно. Это опыт, опять же, приобрел какой-то. Но вот то, что мне нужно, я вот сейчас только понимаю, что действительно нужно. Поэтому среднее образование, специальное, оно очень важное. А вообще количество выпускников, вернее, количество студентов высшего образования, прошу прощения, в среднетехническом, оно растет с каждым годом или какую-то имеет тенденцию снижения? Но вот последние несколько лет количество поступающих ежегодно в учреждение СПО снижалось. Но не по причине того, что государство так хочет, а по причине того, что снижалось общее количество молодых людей этого возраста, которые готовы были поступать. Но в целом, еще раз повторюсь, что у нас в стране потребность в рабочих кадрах, специалистах среднего звена, она растет. И будет увеличение количества мест приема, хотим мы этого или не хотим, и в том числе на базе 9 классов обучения. Понятно. Вот у нас молодежь здесь присутствует, студенты, выпускница профессионально-технического учебного заведения. Скажите, пожалуйста, а у вас какие были мотивации, когда вы поступали вот именно в те училища, которые вы окончили? Еще раз здравствуйте, меня зовут Новикова Диана. Я студентка Якутского технологического техникума сервиса. После окончания среднего образования сразу поступила на работу, устроилась в банкетном зале СУЛОС администратором. Там же проходила производственную практику, и работодатель уже смотрел и сразу устроил на работу. И поэтому в поисках работы у меня не было никаких проблем. Сейчас в данное время, буквально вчера, устроилась тоже на работу в свой родной техникум мастером производственного обучения по специальности официант-бармен. То есть в мои обязанности входят обучение официантов, барменов, тренерство к чемпионату по стандарту ВСР, по компетенции ресторанный сервис. Моя профессия очень, как в современном рынке труда, она очень важна. Ресторанный сервис все время повысилась, допустим, уровень квалифицированных официантов. В дальнейшем хочу вот свою квалификацию уже на высшем уровне защитить, мастер-классы проводить и так далее. То есть есть у вас уже определенная цель, к которой вы стремитесь? У меня тоже так же начиналось. Да? Я вот, когда в 98-м закончил училище свое, тогда он был в 11-м лицее, поступил педагогический факультет, а оттуда обратно вернулся в лицей. И сейчас уже 10 лет уже там работаю. Мастером, да. Ну и преподаю тоже. Здравствуйте. Ну, меня мотивировало тем, что возможностей как бы больше было на средней специальности. Я бы мог свободно, например, найти работу. Тем, как показывает практика, высшее образование, например, ну, у меня много знакомых, у кого высшее образование, до сих пор они не нашли работу. И поэтому я мог поступить на юридическое образование. Ну, я все-таки выбрал именно вот по моей специальности сварочное производство. Возможностей там больше, и я думаю, вот каждый мужчина должен, руководитель, пройти от начала до конца
то есть от самого низа до верха, да, то есть он тогда познает суть работы и вообще как это делается, и вообще в целом будет понимать, что как работать А работником. вы думаете, я прошу прощения, перебью, с высшим образованием от начала до конца невозможно пройти? Нет, конечно же, возможно это. Не успеешь. С высшим образованием как бы поступают как бы сразу на руководительственные должности, да? В основном бывает. Там амбиции больше. Там амбиции Я больше, да, столько учился, чтобы пойти сейчас, как бы опуститься вниз, да? У многих это есть. Ну, к сожалению, нет. Хотя то, о чем вы говорите, это правильно, да. Я вот поддержу Аяла, да, вот это ремесло, он получает ремесло, с которым он всегда заработает на хлеб себе. Вот это вот. Без работы не Да. останется. Без работы да? он не останется, это точно. И вот, да. В целом, как бы больше... Вот Аял на самом деле поднял очень действительно правильную тему, да, о том, что высшее образование, по идее, да, человек должен иметь уже, наверное, в процессе производства, либо он должен заниматься какой-то научной деятельностью, так в идеале, да, наверное. А все-таки начинать с среднетехнического. Но у нас на сегодняшний день это не так. Да? Вы со мной согласитесь? Ну, что значит не так? Большое количество молодых людей идет в технику, получает специальность. И Наверное. самое главное, они значительно лучше трудоустраиваются. Вот пример Аяла, он будет как раз, он значительно раньше своих сверстников, будет самостоятельный и уверенный в себе молодой человек, который себя будет обеспечивать. И он не просто не останется без хлеба или без работы, а с его специальностью он будет востребован в нашей республике, да и за пределами нашей республики всегда и везде. Потому что именно такая специальность, она сегодня крайне нужна в нашей, на территории всего нашего федерального округа. А скажите, пожалуйста, вот у меня еще вопрос к вам, да, молодые люди. А какую роль сыграли родители в выборе вашего пути? Это было ваше личное решение или, может быть, вы совета послушали? Вот мое решение было личное. Сначала мама хотела, чтобы я поступила в мединститут, там поступила, но мне она не понравилась. И поэтому поступила вот в техникум сервиса именно по специальности организации обслуживания в сфере сервиса. Мне самой нравится организовывать различные виды банкета, свадьбы, юбилеи, торжества. И поэтому именно, допустим, человек-человек по специальности так и поступила. У вас как было? А у меня как бы неполная семья, у меня мама одна, поэтому она пенсионерка, поэтому, чтобы быстрее стать на ноги, помочь маме, я поступил именно вот среднее. Как бы я сам решил это, и это послужило для меня как бы толчком. Аял, скажите, а вот вы сказали о том, что большинство ваших сверстников все-таки пошло на высшее образование. А как вы думаете, почему так? Почему большинство идет на высшее, не на профессиональное? Не на среднетехническое образование. Потому что у них, не знаю, позволяет это в финансовом плане, потому что это срок, потому что это не сразу как бы, это нужно долго учиться, и если не на бюджетное поступить, нужно как бы платить за это, поэтому в финансовом плане это тоже играет роль, думаю. А вы планируете получать высшее образование? Да, я планирую, как бы, нужно вообще стремиться вперед, вообще все учиться, как бы нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно как бы идти вперед, добился то, что вот тебе надо, и надо дальше еще добиваться, еще и еще. Дай Бог. А есть у вас мысли открыть, может быть, свое собственное дело, а потом позже, Конечно. имея вот уже какие-то определенные профессиональные навыки, вы уже умеете что-то делать самостоятельно, руками? Есть такие мысли? Да, конечно. Я вот этим летом работал, как бы в практику проходил, и и потом еще устроился туда работать в компанию ООО «Стройсервис». Чем мы именно занимаемся, это прокладываем газ, да, газовые трубы к домам, многоквартирные дома. И в этом плане я уже, например, могу уже сам как бы что-то где-то сделать, и поэтому, думаю, есть, да. И спрос действительно всегда будет. Да, и спрос. Я как бы вообще без проблем устроился на работу. Вот этим летом как бы я не утруждался как бы. И поэтому через знакомых нет. Конкурировать работодатели будут за него, а не он за него. Да, нужно себя еще показать себя именно с хорошей стороны, что ты именно хороший работник, чтобы за тебя именно вот боролись, как бы хотели тебя, чтобы видеть у себя в компании именно. А вы сейчас удовлетворены своей заработной платой, которую вы вот получаете?
Ну, сейчас хватает пока, ну да, ну в дальнейшем... Но надо стремиться в будущее. Да, надо стремиться к большему всегда. Мгм. Давайте мы сейчас ненадолго прервемся, потом продолжим наш разговор. Реклама на НВК «Саха». В эфире «Не пропусти главное», мы говорим о вопросах развития профтехобразования в республике. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, стоит ли, нет, вообще меняется ли вообще деятельность, да, учебных заведений профтехобразования, да, с учетом спроса, предложения рынка? И вообще, вот, может быть, что надо непременно сохранить как традиции, да, а от чего уже сегодня надо отказываться? Конечно, жизнь ставит новые требования, и учебные заведения обязаны менять свое отношение к обучению. Если мы будем стоять на месте, то никакого развития не будет. Теоретически доказано, что учебные заведения должны на 3-4 шага идти вперед, чем производство. На сегодняшний день, хотим мы этого или не хотим, мы перестраиваем свой учебный процесс, как требуют стандарты 4-го поколения. А они ориентированы больше на практику, практика-ориентированное обучение. Мы должны готовить специалистов универсальной подготовкой, чтобы на производстве была взаимозаменяемость. Допустим, повар, он также должен быть и официантом, и барменом, и, допустим, и сомелье, и так далее, чтобы он должен сочетать несколько специальностей. Тогда он будет более конкурентоспособным человеком. Для этого учебные заведения работают очень хорошо работодателями, потому что мы практическое обучение занимает очень большой удельный вес по стандартам нового поколения. И студенты проходят практику в лучших производственных предприятиях общественного питания и сферы обслуживания. И так программа устроена, что после каждой темы, после каждого раздела по новым стандартам, они сдают зачет, экзамен, то есть они, в общем-то, находятся под большим контролем. И наши работодатели данные требования тоже знают, поскольку они участвуют именно в составлении программы практики и даже рассматривают наши образовательные стандарты. И поэтому в настоящее время каждое учебное заведение очень тесно работает с работодателями. Без этого мы никак не можем проводить хорошую подготовку специалистов. Вот скажите, а то, что вы говорите о том, что мы пытаемся специалиста сделать и поваром, и барменом, и сомелье, и Да, там, не знаю, и всем, и всем, а это вам не кажется, что он фигура здесь, фигура там, а на Нет, самом деле это как бы- нет. Это потому что в современных стандартах, это мы обучаем в течение 3 лет, Ага. там практики очень много, Мгм. и требования тоже очень большие, поскольку сейчас эти стандарты настроены даже на международный уровень, чтобы наши выпускники могли работать на всех уровнях. Давайте В мы любом сейчас послушаем точке. наших телезрителей. У нас есть уже вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Надежда, город Якутск. Хотелось бы добавить вот в ваш разговор то, что лично мой выбор, допустим, то, что я поступила в ВУЗ, это был выбор учителей, потому что они меня изначально с самого детства настраивали, что ВУЗ это круто, что если ты поступишь в среднее учебное заведение, значит ты плохо училась у нас в школе и так далее. И хотелось бы спросить, какая работа ведется для того, чтобы искоренять вот именно от учителей, да, понятно, чтобы такого не было. Мгм, хорошо, хороший вопрос, да. Ну вот давайте обменяемся мнениями, да? Ну, девушка абсолютно права. Именно поэтому, наверное, среднее профессиональное образование лучше, что вообще молодой человек, поступив даже в ВУЗ, первые 1-2 года как минимум занимается тем, что понимает вообще, нужна ли ему эта специальность, подходит ли он ей и она ему. И начинает вдруг резко менять свой профиль обучения. Именно поэтому программа СПО рассчитана на 2-3 года обучения, где-то это 4 года обучения после 9 классов. Она позволяет как раз и определиться самостоятельно, да еще и получить настоящее ремесло, которое в жизни полезно. И если ты сошелся со специальностью, которую ты выбрал, то это тебе только будет в дальнейшем очень активно помогать. Ну а работа, с одной стороны, мы считаем, что в целом и Министерство образования, ряд других министерств занимаются профориентационной работой. Но жизнь показывает, что значит мы недостаточно эффективно занимаемся. Я думаю, что мы в нынешнем учебном году начнем работу еще и с родительскими коллективами, с родительским собранием, для того, чтобы доносить до родителей информацию о тех специальностях, которые сегодня востребованы, о тех специальностях, которые мы в наших учебных заведениях на территории республики готовим. Самое главное, об условиях поступления и возможностях трудоустройства. Тем более, что в учреждение СПО поступить значительно проще и легче, чем в учреждение высшего образования. Михаил Иванович, да? Вот девушка сказала, что большую роль в ее выборе сыграли Учителя. учителя в школе. Ну, возможно,
Там сыграла роль то, что работа преподавателей в школе, значит, оценивается и по поступаемости в высшее учебное заведение. Есть такое? Это так. Есть Это такое. действительно Я так. думаю, что здесь немножко надо было бы поменять. Мгм. Я присоединяюсь к Наталье Марковне. То, что, значит, предприятия, значит, развиваются, внедряются новые технологии, и высококвалифицированный рабочий, я думаю, он в настоящее время востребован, и его трудоустройство практически гарантировано. Если у него квалификация позволяет, он практически гарантированно трудоустраивается. И самое главное, что у него заработная плата довольно-таки выше, чем у тех же самых учителей. А вот, кстати говоря, хотел бы сказать, что когда моя сестра еще старшая поступала, это действительно, она поступала в среднее специальное, это нормально было. Когда мой брат поступал. А когда я поступал в высшее образование, вот уже, значит, то, как говорит наш телезритель, действительно... Да, это было Михаил немножко- Иванович на самом деле очень серьезную тему поднял, потому что действительно это так. Все мы родители, и мы знаем, как начинается первое родительское собрание в школе. С чего? Это о том, значит, рассказ о том, как замечательно школа закончила год предыдущий. Да-да-да. А замечательно это значит как? Сколько процентов выпускников поступило? И Высшее все рапортуют, что да, высшее учебное Высшее учебное заведение. 100%, значит, школа замечательная. Сегодня Вот на так оно самом и деле есть. уже такой оценки со стороны Федерального министерства образования и науки нет, и не является это критерием, скажем, количества сдавших на 100%, единый государственный экзамен или поступивших в высшее учебное заведение. Наоборот, сегодня вот создаются Федеральным министерством все условия для того, чтобы значительное количество мест открывалось в учреждениях среднего профессионального образования. И это будет продолжаться. Можно еще добавить? Да, конечно. Но вот тут прозвучало, что обычно в ВУЗы поступают те, кто плохо учился. Вот последние годы на базе 9 классов очень большой конкурс. И я бы не согласилась с тем, что приходят к нам очень слабо подготовленные. Но это все зависит от людей. В заведениях есть очень талантливые, очень старательные ученики, просто иногда, наверное, даже запущенные в школе. Вот есть такое. А тут они за один год программу школы 2 класса, 9-10 класс проходят, 10-11. И, в общем-то, я бы не сказала, что с ними, если работать индивидуально и хорошо, то их очень даже хорошо профессии привлекать, потому что они более управляемые и, конечно, с желанием поступили и стараются как-то скорее получить специальность. Поэтому все-таки все зависит от человека, от людей, вот как сказал Аял. Кто-то хочет быть очень самостоятельным, а кто-то и в 30 лет может жить за счет родителей. Есть такие тоже. Совершенно Очень, еще давно, очень да. важно от социальных установок, потому что, на самом деле, подросток в 16-15 лет еще сам не знает, чего он хочет. Он на мечтает 18 только. не знает. Да, поэтому тут все-таки, наверное, надо проводить такую работу, что те, кто в СУЗе учится, это не неудачники. Потому что, когда я заканчивала школу, это именно так и рассматривалось. Вот, и в техникум, в училище. Хотя на самом деле это же Ну, о чем мы люди говорили, общество, выходят, да, общество даже такое более же такое. подготовленные. И когда я училась в университете, с нами девушка училась, после техникума, ее знания были на уровне выше. Насколько мне известно, в западных странах наоборот как раз считается, что основная масса идет в колледж, так называемый, да, насколько мне известно. Там немножко другая система образования все-таки, да? Вот, пожалуйста. я извиняюсь, хотелось бы поделиться своим, знаете, все-таки беспокойством. Мгм. Знаете, я вот, с одной стороны, как член Общественной палаты, мы собирались в Министерстве профобразования, есть программа утвержденная, большая работа проделана, сейчас и модернизация, все-все-все, не буду, как говорится, на этом останавливаться, да, но с другой стороны, я как работодатель и предприниматель и принимала экзамены в промышленном техникуме. Вот мы с Михаилом Ивановичем коллеги, как говорится, принимали вместе. Вы знаете, ведь все-таки вот выпускники не хотят работать по специальности. И вот некоторые девушки откровенно сказали, что мы не хотим работать, мы вот это время пересидели и дальше пошли учиться в высшее заведение кто куда. Вот беспокойство все-таки, почему они не остались работать в этой профессии. Даже в вопросе прозвучало, кстати говоря, девушка Почему одна сказала. они Да. не остались работать? Но здесь идет речь о профессии ювелиров. Казалось бы, это бренд республики. И в этой отрасли наблюдается очень большой дефицит кадров. Нет ювелиров, нет династий. Ну, есть, конечно, но мало.
И вот все-таки у меня вопрос к руководству Министерства профтехобразования, к руководству промышленного техникума и других вот, учебных заведений. Все-таки вот почему ну, какой-то достаточно большой процент людей после училищ не хотят работать по специальности, а вот дальше идут, не зацепляются за свою профессию? Что вот у них, почему? А может быть, все-таки, простите, да, а может быть, это изначально был такой ход, да, потому что все же знаем, да, что поступить в училище Проще. после 9 класса проще. И после 11 проще. Да, и после 11, нет, после 11 еще тем более проще, да. А потом еще проще поступить в высшее учебное заведение, чтобы избежать вот этого вот конкурса по ЕГЭ. Нет, разве? Конечно, Есть диплом это, среднего да, профессионального есть. образования он позволяет поступать сегодня в университет. Есть категория людей, которые поступают в учебные заведения СПО для того, чтобы именно пересидеть. И есть такие, которые поступают для этого и в ВУЗ ровно столько. Если говорить о статистике, то как пример, например, выпускники университета Северо-Восточного федерального нынешнего года примерно чуть больше 51% трудоустроены. А вот выпускники учреждения среднего профессионального образования свыше 60% трудоустроены. Поэтому говорить о том, что вот с СПО меньше трудоустраивается, будет не совсем правильно, наоборот их больше. Другой вопрос, что по ряду специальностей, в том числе как раз абсолютно соглашусь, что по ювелирности, по огранке, подготовке огранщиков у нас, ну, надо сказать, что мы пришли к такой, наверное, к нижнему порогу уровня подготовки, потому что у нас сократилось и количество набора, и в том числе хочу отметить, что предприятия, вот мы достаточно много встречались, они, с одной стороны, заинтересованы в специалистах, а с другой стороны, они достаточно пассивно участвовали в процессе организации образовательного процесса и оснащения, переоснащения материально-технической базы. И если сравнить подготовку в торгово-экономическом колледже, материально-техническая база опережает все лучшие рестораны и производства, которые сегодня есть в нашей республике. Опережает. То если мы посмотрим ограночные станки, которые стоят в промышленном техникуме на сегодняшний день, и то, что стоит в реальном производстве, то они отстают лет на 15, как минимум, да? Если не больше. Поэтому сегодня мы ведем работу, вот, ищем компании, которые готовы были бы не просто говорить о потребности своих специалистов, но и участвовать в организации этого образовательного процесса. И вот я абсолютно соглашусь, что по ювелирке, к сожалению, очень многие не идут потом продолжать эту работу. Хотя потребность в этих специалистах очень высокая, и если посмотреть показатели, то по производству ювелирной продукции республика значительно упала за последние годы по сравнению там, с тем, к чему мы привыкли. Поэтому мы и наметили такую серьезную работу по созданию учебно-производственных комбинатов, вот, в том числе, в первую очередь, по ограничному производству и по ювелирному производству на базе промышленного техникума. И одна из компаний в нынешнем году уже обозначила свои приоритеты, какие специалисты им нужны, и руководитель этого предприятия участвовал лично в отборе молодых людей, которые поехали на сегодняшний день по целевому заказу обучаться к нашим коллегам в московский техникум. Ну а в следующем году мы уже будем эту подготовку организовывать непосредственно на базе нашего промышленного техникума, перевооружив его. Все верно. Действительно, больше всего ведь в развитии училищ, учебных заведений должны быть заинтересованы именно те предприятия, не просто заинтересованы, а всеми силами Вот помогать, время... которым эти руки рабочие и нужны. Мы вот тут надо взаимодействие хвалим Европу, да, так все среднее профессиональное образование, оно по сути ориентировано и организовано большими производствами. И эти техникумы не организованы при этих заводах, производителях, которые заинтересованы в подготовке этих специалистов. Они учат молодого человека на том, на чем ему предстоит работать. Ну и вот в этой связи тогда как вы взаимодействуете с теми предприятиями, собственно, для кого вы готовите кадры? В принципе, Ольга Владимировна тут назвала какие-то, значит, моменты, которые я бы не сказал, что они такие уж... Печальные. Да, печальные. Ну, скажем, мы делаем определенные действия. Например, набирали до этого на базе 11 классов, когда ювелир обучался всего год. То есть ему не хватало времени получить нормальную квалификацию, научиться тем или иным операциям. В настоящее время, значит, набор ведется на базе 9 класса. Учатся 3 года, 10 месяцев. За это время, вот уже второй курс они учатся, за это время они выйдут более квалифицированные. У них, значит, как Наталья Марковна здесь уже отметила, практикоориентированное направление. И в настоящее время мы сейчас занимаемся тем, что, значит, ведем работу с работодателями по прохождению производственной практики, по, значит, трудоустройству, материально-техническую базу подтягиваем, как сказал Дмитрий Евгеньевич здесь уже. То есть работа идет.
Нельзя сказать, что здесь мы ничего не делаем. Но организован, значит, готовим, значит, открытие ювелирно, а у нас гранильный кластер с работодателями. Поэтому, значит, я думаю, что в этом направлении будет динамика развития. А вообще, насколько у нас профессионально-техническое образование отвечает запросам, скажем так, в республике? Ну, тем профессиям, которые в республике необходимы. Нефтянка, нефтесервис, например, у нас что-то есть? Мы готовим практически по всему спектру специальностей, которые требуются для экономики республики. Единственное, по именно нефти и газодобыче, конечно же, это направление, которое предстоит нам развивать. Совместно с предприятиями мы провели эту работу. И сегодня мы первое, чем занимаемся, это переподготовка наших преподавателей и перевооружение наших учебных заведений. Нужно поменять философию этих учебных заведений, к чему они будут готовить. Ну а в целом я хочу вот отметить, что вот такие компании, как Якутская энерго, компания Алроса, компания Якутуголь, это предприятия, Алдан Золото, которые не просто заинтересованы, а как раз участвуют в этом процессе. И вот именно под них мы ориентируясь, переориентируем работу наших учебных заведений под эти вот потребности. Поэтому если молодой человек в своем будущем мечтает, там, пускай это даже такая иллюзия, но он мечтает работать в компании Алрос или в Алдан Золото, он должен ехать именно в то муниципальное образование, в тот техникум, который расположен и направленно готовит специалистов для компании Алроса, Якутуголя, либо Алдан Золото. Дмитрий Евгеньевич, а почему вы сказали, что это иллюзия? Бывает, что просто молодому человеку кажется, что это его специальность. Но поучившись, он через несколько месяцев вдруг понимает, вот как сейчас коллеги говорят, что он отучился, а на самом деле она ему, но в жизни все равно это ему даст какой-то опыт. Хорошо, вы еще затронули тему про кадры, потому что ну, в нашем представлении, да, преподаватели профессионально-технических учебных заведений – это люди предпенсионного, пенсионного возраста. Вот и, молодой человек. Ну, это вот, да, я вот сейчас вижу, что и вот у нас тоже молодая девушка, да, но, да. Вот вы считаете, вот классически всегда установлено, что педагоги всегда люди преклонного возраста, да? С этим я не согласна в каком плане. Наверное, в каких-то заведениях 90-е годы что-то было. Но если умелый руководитель, если он талантливый, то он должен содержать все поколения преподавателей. Должны быть опытные, должны быть такого же все поколения. Вот, допустим, наш родной колледж. Вот мне повезло работать в данном колледже, потому что тут испокон веков работали прославленные педагоги. Там свои традиции, свои обычаи. И вот этот дух до сих пор живет. И вот даже тяжелые 90-е годы, я всегда поражаюсь, когда нужны были бухгалтеры практики, а у нас первоклассный преподаватель бухгалтерского учета, люди легенды, фанаты своего дела, и даже эти люди не уходили куда-то в эти структуры. Вот они остались в колледже, и вот эта школа учетная, она полностью сохранилась. Поэтому и поток молодых тоже очень большой. Средний возраст нашего коллектива где-то 28 лет. Я этим всегда горжусь и всегда считаю, что раньше было хореографическое училище среднего возраста молодой, но говорили, что вы теперь нас опережаете. А у вас средний возраст преподавательского состава? У нас, конечно, не 28 лет, но не пенсионного возраста. Средний возраст рабочий нормальный. Я думаю, что а вообще дефицит кадров ощущаете? Дефицит кадров есть, конечно, особенно по спецпредметам. То есть люди, имея, значит, рабочую профессию, высокую квалификацию, им легче заработать, конечно, на производстве. Чем преподавать, значит, работать с 25 учащимися, да, и воспитательной работой заниматься, и заниматься, значит, с каждым учащимся, научить ему операциям и так далее. Конечно, это сложно. Там, будь какой высококвалифицированный специалист, не имея, значит, опыт общения с детьми, не имея, значит, доброту и так далее, ну, там ему сложно работать. Сложно. Конечно, он уйдет на производство и будет там зарабатывать и на халтурах и так далее. Ему это проще. А у нас работают действительно фанаты. Да, фанаты. Люди, которые, значит, преданы этому делу. Так, может быть, он заработает тем, что студентов на халтуру будет отправлять? Да, ну, это исключено, конечно. Там они же работают по договору. Ну и я еще хотел сказать такой момент, что я уже работаю более 15 лет. За это время мы старались, значит, привлечь молодых педагогов, например, которые готовят университет. С университета практически за мою работу вот никто не пришел. С университета никто не пришел. Мы людей брали с производства, которые, значит, мы готовили мастеров производственного обучения сами. То есть наши выпускники проходили повышение квалификации, значит, по
профессии мастер производственного обучения возвращали к нам, работали у нас. Я думаю, что это, в принципе, неплохо. Давайте сейчас еще прервемся на короткое время и вернемся в студию. Реклама на НВК Саха. Вы смотрите программу «Не пропусти главное», и мы обсуждаем проблемы профессионального технического образования в республике. Уважаемые гости, мы говорили о престиже профессии. Как вы думаете, как все-таки вот эту рабочие профессии, рабочие специальности поднимать их престиж среди молодежи, среди тех, кто сейчас пытается поступить в среднее специальное и делает выбор между высшим и средним специальным образованием? Пожалуйста. Ну как? У нас как их завлекаем, да, как можно сказать, престиж профессии. Ну, мы всегда закупаем новую технику, да, вот сейчас техника все новее, но там электроника, все в основном электроника, а вот по-старому уже не то уже, ну, у нас машины же. То есть больше такой новой техникой? Да, с новой техникой все связано. И во время учебы у них уже сами начинают мини-сервис открывать, ну, у себя в гараже там что-то делать. Халтурить? Нет. Сначала... Качественно выполнять работу. Да, качественно, да. Ну, потом, когда закончат, вот, уже хороший свет открывает и уже людей завлекает. Ну, в принципе, у меня студенты. То есть больше такой перспективы для вас. А как вы думаете, пожалуйста? Ну, мне кажется, тут надо все-таки среднетехническим учебным заведениям более активно работать со школами, со школьниками, потому что очень малое количество людей, подростков знает, куда альтернатива. Ну, вуз уже понятно, все, там думать не надо. Детский сад, школа, вуз, а потом на работу, да, то очень много существует СУЗов у нас. И об этом я узнала, честно вам скажу, когда у нас у мужа родной брат сказал: нет, я в школе учиться не буду. Он вот так принципиально сказал: нет, я дальше не пойду. И мы начали помогать ему поступить в техникум. Мальчик раскрылся. Ему немножко желания, наверное, не хватило дальше идти учиться. Он решил, что заработаю я больше. Да? То многие не знают вообще, а что у нас есть, а какие технические возможности в этих техникумах есть. То есть если бы, наверное, привлекали бы, ходили бы школьники сами в эти техникумы, смотрели, потому что дети, ну вообще все люди, у нас же познание идет через тактильное, потрогать. То если бы вы видели, наверное, что вот можно там на каких-то станках работать, глазки загораются там. Ну, помимо техникума можно еще на производство их водить по будущей профессии и показывать вот непосредственно, кем вы будете, что вы будете делать, завлекать, вот это будет мотивация для школьников, по крайней мере. Ну и зарплата, конечно, должна Это надо каждому учебному заведению. А вы зарплату своим работникам как платите? Ну, они сами зарабатывают. Сами зарабатывают. А вы привлекаете повышением заработной платы периодически? Это лично от человека зависит. Сколько он хочет заработать, столько он заработает. А здесь же все-таки государственные предприятия берут на работу людей со средним специальным образованием, правильно? Взять, допустим, больницу, какая медсестра, у медсестры зарплата невысокая же, учитывая, что мы живем в богатейшей республике нашей. Это от властей тоже зависит, мне кажется. Вот, на мой взгляд, лично. Ну, Она должна быть выше зарплаты. Все-таки в целом по стране у нас зарплата у квалифицированных рабочих кадров, она не очень высокая, и плюс к тому очень сложные условия труда. Все-таки вот молодых людей, наверное, вот это и отпугивает, потому что трудно, реально трудно физически, трудно работать. Да, и поэтому больше хотят быть госслужащими, человеческая белыми сущность, наверное, воротничками. такова, что человек хочет меньше работать и больше получать, особенно молодой человек. И жить в большом городе, чтобы получать все эти удовольствия сразу. А ехать на производство достаточно сложно, потому что лишаешься много чего. Я не соглашусь с тем, что выпускники учреждений среднего профобразования, они в большей части идут в государственные учреждения. Наоборот, нет. Они, наоборот, идут больше работать в бизнес и в частные компании. Конечно, работают в муниципальных учреждениях, государственных бюджетных учреждениях, как, например, медицинский сектор. Но, тем не менее, в общей массе это, наоборот, подготовка специалистов для свободного рынка.
Это действительно так, потому что вот даже на примере вот этих молодых людей, это вот Аял и вот Диана, да, они уже имеют специальность. Вы говорите, что вам очень нравится заниматься устройством праздников и так далее, да, устраивать банкеты. Молодой человек уже руками действительно может много что делать, и вами флаг в руки действительно открывать свое, пусть маленькое поначалу, но свое дело, и работать на себя. Это действительно Вы хотите очень что-то большие добавить? такие перспективы открываются. Вы что-то хотели добавить? Я хотел добавить вот в том плане, что насчет заработной платы. Например, есть такие примеры в нашем техникуме, когда учащиеся, выходя на практику, с практики уже приезжали на автомобиле, на машине. Они зарабатывали за время практики на автомобиль. То есть, например, такая профессия, как токарь-универсал, это, значит, люди очень квалифицированные, значит, и штучный, скажем так, товар. Так? Буквально 2 года назад приходит с практики учащийся, ему, значит, зарплату 70 тысяч у него там, он еще недоволен этим. То есть он уже он почувствовал, что может зарабатывать деньги, и он уже ищет такую работу, где можно больше заработать. И он повышает свою квалификацию. Знаете, вот говоря о повышении престижа, вот очень существенно, хорошо влияет, как раз вот о чем коллеги говорят, что молодой человек должен увидеть и современную технику, и что он будет делать реально, и что он будет это делать в каких условиях, что не в грязи выполняет работу сварщика, а в хорошей одежде рабочей и на хорошем оборудовании. Поэтому вот те конкурсы, которые сегодня профмастерства сегодня по миру в целом идут, и Россия очень активно включилась, вот стандарт WorldSkills, очень хорошо показал, что сварщик — это работа не та, которую привыкли мы считать, там, в анекдотах рассказывать, а на самом деле это работа, по сути, интеллигента такого, да, и поэтому я вот молодого человека с радостью смотрю и понимаю, что он и выглядит сегодня хорошо, и из него хороший рабочий. Давайте послушаем телезрителей. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот везде в предприятиях требуется стаж работы, когда как новоиспеченный специалист, где он может взять стаж работы? Ну, во-первых, стаж работы нужно получать при прохождении практики производственной. И не убегать от нее, и относиться не как к нечто такому ненужному, надоедливому, а именно относиться как к первому опыту работы и стремиться к тому, чтобы выполнить эту работу качественно, чтобы тебя заметили. Показать сначала, чтобы работодатель тебя увидел. Вот, Допустим, в нашем техникуме имеется дуальное обучение. То есть, получается, 3 дня обучаются по теории, и 3 дня получается дуальное обучение на производственной практике. Получается, вот теорию так, обучаются и закрепляются уже на практике. И поэтому я думаю, что дуальное обучение очень хорошее, чтобы получить в дальнейшем стаж работы. То есть на выходе уже из училища, да, вы уже имеете этот необходимый опыт работы. И контакт с работодателем. Да, и контакт, самое главное, действительно с работодателем. И поэтому у нас повысилось трудоустройство именно по специальности офицера. Чего практически, кстати, нету в высшем образовании. Да, совершенно верно. На высшем нет. Разрешите, вот Дмитрию Евгеньевичу хотелось мне предложить, вот, может быть, социальную рекламу сделать, хорошую, качественную, видео. Сейчас же про это вообще ничего не говорится. Где... Я с вами согласен, что информации много не бывает, и мы работаем над этим, стараемся работать через социальные сети. Поэтому будем работать. Где, допустим, сварщик работает в качественном цехе, вот все это должно быть показано, мне кажется. Вот лучшая реклама — это как раз вот те конкурсы, которые мы прошли. Когда мы 3000 ребят посмотрели в спорткомплексе «Триумф», как работают хоть повара, кондитеры и другие специалисты, оно очень зрелищно. Но тут немножко другое. Тут вот когда конкурс, это же все специалисты собираются, там те заинтересованные люди, все учащиеся. Я говорю о тех детях, которые пришли смотреть, школьники, и не только школьники, но и студенты. Мы специально их расширяем, их участие. Да. Ну и социальная реклама — это тоже действительно очень хорошее предложение. СМИ Да. вот, я и говорю о том, что рекламы много, информации много не бывает, мы будем этим что заниматься. имеете в виду? Я имею в виду ролики, именно ролики. Стимулирующие такие ролики. Получаете среднее вместо высшего, вы это имеете в виду? Нет, или что? Именно чтобы престиж среднего образования, по сравнению с высшим. Я всегда молодым людям рекомендую, если вы хотите узнать, кем вам предстоит, что вам предстоит физически выполнять работу, получив то или иное образование,
залезьте в YouTube и посмотрите, что там. Там все уже давным-давно есть. В интернете, что это такая работа, в чем Ну, она совершенно, заключается. да, это правильно. Ну, интернет не у всех сейчас есть. У всех. У всех. Не факт, что они просто найдут то, будут что другое хороший искать. То, что пример. понадобится. Ну, смотрите, Иногда бывает вот мы и говорим пакости, очень, да. да, мы говорим очень много вот хороших вещей о рабочих профессиях. Ну вот посмотрите, даже опрос это показывает. Все-таки большинство идет на там выбирает себе, понимая, что очень сложно найти работу юристом, экономистом, получить выше, но все равно туда идут. А на рабочей специальности почему-то идут не так активно, не так охотно. Почему все-таки? Ну, наверное, еще и потому, что все-таки Это в высших проект учебных 90-х. заведений большое количество бюджетных мест и вот вообще почему. предложений. Поэтому вот может, их, существует этот стереотип, а оно Нет, будет, уже куда занижать? будет Занижать происходить. уже некуда, на самом Уверяю деле. вас, что будет происходить снижение количества бюджетных мест в вузах Российской Федерации, потому что рабочих специалистов как раз недостаточно. И будет расширяться количество мест в учреждениях СПО. То есть сейчас вот как бы получается, что политика Минобрдура будет такая. Я хочу добавить, что, конечно же, это связано и с родителями, которые Спасибо. финансируют. Спасибо. На этом мы заканчиваем. Я благодарю вас всех, что вы приняли участие в нашей программе. Я думаю, что многим мы помогли сегодня, может быть, в выборе своего дальнейшего пути. Смотрите нас на НВК онлайн. Всего вам доброго. До свидания.